В Минске завершился крупный форум русистов со всего мира. 15-я международная конференция по сохранению и продвижению русского языка и культуры. Абхазию среди 60 педагогов из более чем 20 стран представляла старший преподаватель Абхазского госуниверситета Виктория Кварчия. В интервью «Радио Спутник» она расскажет о том, как сегодня преподают русский язык в Абхазии, какие вызовы стоят перед педагогами и как такие форумы помогают в работе этих педагогов. Здравствуйте, Виктория. Добрый день. Итак, поделитесь, во-первых, впечатлениями и расскажите о главной пользе от участия в этой конференции. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Благодарю вас за приглашение. Да, и немного хотелось бы рассказать о своей поездке в Минск на 15-ю международную конференцию, которая называлась «Сохранение, поддержка и продвижение русского языка и культуры за рубежом». Действительно, эта конференция собрала 60 преподавателей русского языка из 22 стран, среди которых были Турция, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Египет, Тунис и многие другие страны. И эта конференция объединила всех нас по той причине, что все мы обменялись опытом в вопросах популяризации русского языка и русской культуры. Надо сказать, что в рамках конференции проходили очень интересные лекции на такие темы, как «Как читать поликодовый текст», в чем специфика языковой личности педагога. Предлагались различные игровые технологии в преподавании русского языка. Предлагались различные методики взаимодействия языка и мозга. Было крайне интересно. И особый интерес вызвал круглый стол в рамках этой же конференции. Он проходил на тему медиа и соцсети, разрушители или созидатели русского языка. Я думаю, что это, кстати, очень актуальная тема на сегодняшний день вообще для всего мирового сообщества. И мнения разделились, надо сказать. Половина зала считала, что соцсети и медиа разрушают русский язык, его структуру, мешают его развитию и сохранению. Другая же половина, напротив. Но интересные аргументы, только быстро, времени мало, мы хотим побольше успеть. Аргументы — это влияние искусственного интеллекта на нашу деятельность, в том числе преподавательскую, негативное влияние. Но нельзя исключать и положительные, конечно, моменты в пользовании искусственным интеллектом. И надо сказать, что этот круглый стол вела модератор Марина Королева, она же председатель жюри Пушкинского конкурса. И было крайне интересно, вызвало много дискуссий. Но все сошлись на том мнении, что нужно в этой ситуации находить зерно полезное, но не пренебрегать искусственным интеллектом. Я хотела бы сказать, что очень большую работу в плане популяризации русского языка выполняет кафедра русского языка и общего языкознания и Центр русского языка Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова, который регулярно проводит конкурс чтецов полиязычный Александр Сергеевич Пушкин. И наши студенты филологического факультета Абхазского государственного университета ежегодно участвуют в этом конкурсе, декламируют произведения Александра Сергеевича Пушкина на разных языках мира. И очень стараются, они замотивированы, наши студенты, всегда с большим удовольствием участвуют в различных программах, посвященных развитию русского языка. Ну, могли бы вы оценить все-таки роль русского языка, вернее, на каком уровне у нас находится обучение русскому языку? В университете, в школе? Какова роль в быту, понятно, но тем не менее, скажем так, какое значение имеет то, что все мы практически владеем этим языком? Я думаю, что переоценить роль русского языка в нашем обществе и в нашей республике достаточно сложно. Мы знаем, что он является одним из 2 государственных языков, и действительно очень многие считают его своим родным языком. Если говорить о преподавании русского языка, то он на достаточно хорошем уровне.
находится. И наша кафедра русского языка и общего языкознания Абхазского госуниверситета делает немаленькую работу в этом плане, в вопросах сохранения русского языка. Надо сказать, что меня интересовало на конференции, которая прошла совсем недавно, интересовали вопросы межкультурной коммуникации. Как разные языковые культуры взаимодействуют и взаимопроникают. И в этом ключе был мой доклад, с которым я выступала. Эти и другие вопросы освещались в нем. И тема доклада звучала так: «Феномен Фазиля Искандера в контексте двух языковых культур». На примере произведений Фазиля Абдулловича Искандера, нашего чегемского мудреца, нами был представлен тот факт, что благодаря русскому языку, средствам русского языка и русской словообразовательной системы, лексическая система русского языка пополнилась за счет языковой культуры абхазского народа. И происходит взаимный синтез, такой взаимный синтез, диалог языковых культур, что, безусловно, благотворно влияет на все культуры. И я бы хотела сказать, что эта конференция еще раз доказывает тот факт, что интерес к русскому языку не то, что не ослабевает, а напротив, возрастает. И русский язык по-прежнему не только один из богатейших языков мира, но и один из популярнейших. На нем говорили, говорят и будут говорить. Потому что, как говорил великий Александр Сергеевич Пушкин, русский язык призван глаголом «жечь сердца людей». Виктория, как такие форумы помогают в работе педагогов? Допустим, вот вы на своем примере, может быть, какие-то практические советы, может быть, наоборот, подумайте о какой-то там методической разработке или какому-то научной работе, скажем так. Что вот вы вынесете из этого? Такие форумы и конференции очень помогают педагогическому сообществу в обмене опытом, потому что что-то мы можем предложить нашим коллегам зарубежным, в вопросах развития русского языка, но какие-то разработки могут помочь и нам в нашей работе. Поэтому всегда это только положительное, имеет положительное значение для всех педагогов. Увезли ли вы из Минска какие-то конкретные идеи или проекты для АГУ? Думаю, что да, эти идеи могут созреть со временем, но предпосылки к этому есть. А что было бы вам интересно? Мне интересно было бы создать такую платформу у нас в республике, благодаря которой наши студенты могли бы обмениваться со студентами из других стран и также делиться своим опытом и получать новые знания. И изучать русский язык и как родной, и как иностранный. Платформа по изучению языков? Языка, в частности, развитию русского языка. Да, мы могли бы на базе нашего университета такое мероприятие организовать. Но тут надо отметить работу Центра русского языка при нашем университете. Мы очень хорошо сотрудничаем с Московским государственным университетом имени Михаила Васильевича Ломоносова. И у нас есть идеи, которые мы могли бы предложить. Ну, вообще, мы всегда говорим о положительном. Понятно, что потому что русский язык уверенно себя здесь чувствует. Но все-таки с какими основными трудностями сталкиваются русисты вот при своей работе здесь у нас в республике? Я думаю, что это, поскольку республика наша билингвальная, двуязычная, а можно сказать и полилингвальная, мы сталкиваемся даже с вопросами перевода иногда. Это бывает прямой перевод, несоответствующий, например, неточный перевод. Ну вот, пожалуй, это одна из таких трудностей, но все равно она решаемая, потому что благодаря изучению, глубокому изучению языка, эти проблемы можно решить. И я хотела бы сказать большое спасибо и выразить признательность Московскому дому в Абхазии,
Русскому дому в Абхазии, Московскому дому соотечественников за то, что они проводят такую колоссальную работу в деле развития русского языка. Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что о том, как сегодня преподают русский язык в Абхазии, как профессиональные форумы помогают в работе педагогов, рассказала участница международной конференции по сохранению и продвижению русского языка и культуры, преподаватель АГУ Виктория Кварчи. Благодарю вас.